Когда по весне у нас тут снег тает, понятно, что на крышу все боятся залазить, да? Но тут все по проводке, у нас все это вежливо, все это стекает. Тут постоянный у нас вот поток всемирный. Изношенные стены, дырявые полы и потолок, который, кажется, вот-вот провиснет под напором влаги. Это жилье наводит ужас уже с порога. Даже для крепкого духом жизнь здесь – вечное испытание. Что уж говорить об инвалидах. Мария Копыцина о комфортном жилье мечтает с рождения сына. С детства Александр на инвалидности, он глухонемой. В очереди на положенные по закону квадратные метры семья стояла целых 18 лет, пока не потеряла льготу. Мама юноши продолжает обивать пороги местной администрации. Теперь, чтобы дом признали аварийным, а жильцов расселили. Ведь изначально он даже не был предназначен для проживания. Чего стоит эта лестница? Сейчас она уже почти под прямым углом. Этот дом построен еще в 1959 году. Это бывшее здание райпо, одно из первых двухэтажных строений в Кайгородке. Раньше здесь работали партийные чиновники, а затем сотрудникам МВД стали выдавать квартиры, якобы временно. Однако живут здесь семьи уже по 20 лет. Некоторые жильцы ждать чуда не стали и покинули квартиры. Одна семья даже снимает жилье. А вот вместо них здесь нередко гостят шумные компании, из-за чего Копыцины завели овчарку. Кстати, из благ цивилизации у обитателей дома лишь электричество. Воду берут в соседнем доме, а греются конвектором. От печки толку никакого. Она вот так была, эта печка, когда мы в этот дом зашли. Вот за 20 лет у нас, кстати, уже 2 кирпича. Это называется, что не беленые, не мазанные. Вот мы их при ремонте стали вот подбеливать. Потихоньку уже вот на 2 кирпича дом осел у нас полностью. Ну и, следовательно, у нас печка рушится. Впрочем, сыну льгота все еще полагается, а по закону это 19 квадратов. Правда, и здесь прогнозы неутешительные. Стабильно раз в год иду, узнаю, как дела, прошу помочь с квартирой, результатов никакого. Если в прошлом году, например, я уж так настоятельно ходила, просила, мне сказали, что мы 5-е, ждите, то в этом году при разговоре с Ларисой Юрьевной Ушаковой выяснилось, что в прошлом году не было финансирования, следовательно, очередь никуда не продвинулась. Недавно оказалось, все это время здание даже не стояло на балансе у муниципалитета. В 2012 году по решению суда его, наконец, признали бесхозным. Администрация должна была сразу взять его в свое ведение, но начала это делать лишь в прошлом году. И вот пока объект висит в Росреестре, районные чиновники снова просят подождать полгода. Мол, только тогда можно будет пригласить комиссию, которая и вынесет решение о состоянии дома. Лестница, вот мы вчера ходили, фотографировали, лестница, она уже качается, а там же вот инвалиды, там же вот престарелые люди. То есть выбраться при любом раскладе, выбраться, если пожар или что, они не смогут с этого дома. Матери, воспитывающей ребенка с ДЦП Юлии Титовой, повезло больше. Администрация выделила ей квартиру в Кайгородке на условиях соцнайма. Дом обрадовал снаружи свежей обшивкой и ремонтом. А вот сама квартира повергла в шок. Бывший хозяин вел асоциальный образ жизни. Жилье горело несколько раз. Настоящий потемкинский дом по-кайгородски. Я пришла в это жилье, первое, что делала, это меня оттолкнул запах, который там был. Это было что-то с чем-то. Первое было впечатление, конечно, мне ничего не надо. Да я лучше буду жить так же с родителями или где-то снимать, но только не там. Это было ужасное состояние. Стена, которая несущая перегородка была, она вообще падала. То есть, если бы у меня ребенок там пробежал, я думаю, что у кого-нибудь на голове бы она оказалась. Местные власти предложили девушке сделать ремонт своими силами. Только вот требует это огромных вложений. Нужно заменить полы, окна и даже печку, которая еле держится. Бывший владелец подпирал ее бутылкой. Признав очевидную несправедливость, сторону Юлии взяла прокуратура. Впрочем, даже после такого надзорного вмешательства результата, увы, нет. По требованию прокуратуры Кайгородского района, значит, проводится работа по осмечиванию работ на проведение капитального и текущего, полного капитального ремонта. Дальше сумма, которая будет озвучена в этой смете, будет направлена в администрацию района с ходатайством о выделении денежных средств. По мере выделения, значит, ремонт будет произведен. Сроки невозможно сказать. С чем это связано? С отсутствием финансов. Глава села нас заверил, если освободится квартира получше, ее обязательно предложат девушке. Правда, в год таких вариантов бывает не больше 2. И получить лакомый кусок – настоящая рулетка. Таисия Жакова, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Кайгородский район.